Техногенная катастрофа, заверяют ученые, вызовет настоящий хаос и станет причиной гибели многих людей. Солнце находится от Земли на расстоянии 150 миллионов километров. При этом явлении потоки заряженных частиц в виде солнечного ветра могут вызвать магнитные бури. Что это, безусловно, не будет катастрофы. Таких бурь бывает много, и все мы их благополучно уже переживали. Хотя в такие дни некоторые люди могут плохо себя чувствовать. Что бы мы могли рекомендовать старым людям? Для них просто как воздух необходимы два препарата. Ай-сакана, то есть малазийский женьшень тонкатали, и ай-экселиум. Молодым людям препарат айгана и кордигол. Почему они нужны всем? Все дело в том огромном количестве нуклеиновых кислот, которые содержатся в наших препаратах. То есть мицелии и в спорах гонодермы луциду. А вот эти нуклеиновые кислоты в огромных количествах организм затребует, особенно у мужчин, идут на построение молекул ДНК и РНК, сперматозоидов. Вот эта задача, то есть действует первая программа, наше подсознание, инстинкт, безусловно, продолжение рода. И организм все бросает на выполнение этой программы. У наших мужчин клетки крови, мозга, сердца, почек, костно-мышечной системы испытывают довольно жесткий и опасный дефицит вот этого ядерного строительного материала. И когда мы даем в такой легко усвояемой форме эти замечательные нуклеиновые кислоты, то мужчины просто улетают, не будут так часто болеть, не будут так стареть раньше срока и умирать. Нуклеиновые кислоты в больших количествах содержатся в семенах, в семечках, в орехах, зернах, бобах, в яйцах. В народе уже было замечено, чтобы женщина была здоровой, ей в день достаточно съедать горсть семечек и 3-4 грецких ореха. Вот это залог женского здоровья. А для мужчин уже требуется 3 горсти семечек и 5-7 грецких орехов. Вот что нам сейчас дают данные диетологии. Данные эпидзаболеваемости во всем мире. Ну вот лихорадка западного Нила. Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается арбовирусом. Инфекция передается от диких и домашних птиц человеку, а также при укусах комаров и москитов. Она протекает в виде гриппа подобного заболевания. Сравнительно легкое течение, а вот вторая форма инфекции, которая поражает центральную нервную систему и протекает с симптомами менингоэнцефалита или менингита, то есть воспалением мозговых оболочек, или энцефалита, то есть воспалением мозга. Лечение симптоматическое. Что это значит? Что этиологическое лечение, то есть лечение по принципу найти причину и устранить ее, нет. У нас нет средства, которое воздействует на этот вирус. То есть падает давление, давай средства, повышающие давление. Поднялась температура, давай жаропонижающие и так далее. То есть это говорит о том, что современная медицина пока не готова к лечению этих заболеваний академическими средствами. Профилактика очень простая. Это борьба с комарами и защита от их укуса. У нас есть замечательный зубной гель, который при намазывании на кожу оказывает изумительное действие, отпугивает насекомых. История медицины нам показывает границы стран и ореолы распространения народов стираются, когда за дело берутся микробы. Ну, давайте разберемся со второй инфекцией. Сибирская язва, да, антракс. То есть это страшное заболевание, да, острое инфекционное заболевание из группы зоонозов. То есть те, которые передаются от больного животного к человеку. Это заболевание характеризуется сильнейшей интоксикацией, быстро приводит к характерным поражениям кожи. Процесс воспаления быстро вовлекаются региональные лимфатические узлы. Возбудитель Сибири – язвенная палочка,
которые образуют особые споры, способные сохраняться в окружающей среде, в том числе в почве, десятки лет. Это значит, что трупы захороненных животных больных вместе с этим возбудителем, они продолжают оставаться в земле жизнеспособными и представляют огромную опасность для человека. Источник возбудителя – это больные сельскохозяйственные животные, лошади, свиньи, верблюды и другие. А ведь мы сейчас говорим, вот это молоко, которое мы покупаем в магазине, оно уже не то. А я вот лучше пойду к частнику. А частник торгует непроверенным молоком, не прошедшим ветеринарный контроль. И в этом огромная опасность. Заражение от сибирской язвы происходит при непосредственном контакте с животными, происходит при контакте со шкурами животных, шерстью, мясом и молоком. Заражение может возникнуть при соприкосновении с объектами окружающей среды, которые заражены спорами сибирской язвы. То есть это скотомогильники. Формы заболевания – это кожная форма болезни, которая протекает более или менее благоприятно. То есть в месте внедрения микроба образуется язва, покрытая черной коркой. Вот поэтому опытному инфекционисту, опытному врачу уже сразу становится понятно, что с чем он имеет дело. Черная корка на язвенной поверхности. Возникает резкий, но безболезненный отек ткани. Повышается температура тела, но, как правило, эти люди больные выздоравливают. К сожалению, имеется и другая, более тяжелая или генерализованная форма. При попадании возбудителя через дыхательные пути или через желудочно-кишечный возникает намного более серьезное поражение внутренних органов. Образуются внутренние нарывы, бубоны. И, как правило, такого пациента не удается спасти, и смерть наступает через 3-4 дня. Но вот здесь уже, конечно, очень эффективны антибиотики в качестве лечебного средства, противосибириязные иммуноглобулины. Ну а профилактика – это соблюдение санитарных правил содержания скота при возникновении симптомов гриппа, которые особенно не проходят в течение 10 дней. И рекомендует обязательно давать кровь, мочу на анализ. В наших руках реальный ключ к долголетию, реальный ключ к продолжению активного периода жизни. Детокс пластыря для ног. В картонной упаковочной коробочке размещено 20 пакетиков из металлизированной пластмассы, содержащих каждый пакетик по 2 пластыря со специфическим пряным запахом, а также пластинки пористого лейкопластыря для закрепления пакетиков на подошвенной поверхности стоп. На оборотной стороне упаковки приведена схема акупунктурных точек стопы, на которые можно наклеивать этот замечательный пластырь. Какой же состав его? Это бамбуковый уксус, хортиния кордата. Это древесный уксус, это эвкалипт, это турмалин, то есть полудрагоценный камень в виде порошка. Это хитозан, это замечательный, один из самых сильнейших природных сорбентов. Это мицелий гриба Гонодерма луцидум, это листы мушмулы японской, это витамин С, это порошок из высушенных абрикосов, куркумы и имбиря, крахмал и согревающий пигмент. Какие же основные направления оздоровительного действия на организм этого замечательного детокс-пластыря? Улучшает самочувствие, настроение и придает способность творчески мыслить. Нормализует сон и ослабляет эмоциональное напряжение. Снимает боли в мышцах, в суставах, уменьшает отеки ног. Улучшает обмен веществ и нормализует показатели крови. Улучшает функцию лимфатической системы, придает приятное ощущение легкости и бодрости, избавляет от лишнего веса, выводит через разогретые кожные покровы стоп, то есть трансдермальным путем. Дерма – кожа, да, через кожным путем. Вредные токсины микробного происхождения
недоокисленные продукты обмена веществ, вредные вещества, образующиеся внутри организма человека, соли мочевой и щавелевой кислот, а также соли тяжелых металлов. Это своеобразный метод акупунктурного воздействия на биологически активные точки кожи стоп в домашних условиях, что активно омолаживает организм, активирует работу внутренних органов и улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Какой же механизм очищения организма с помощью детокс-пластыря? Пластырь содержит только натуральные природные компоненты. Он безопасен, не вызывает аллергии, не оказывает побочных эффектов на различные системы органов. Входящий в состав пластыря полудрагоценный камень турмалин обладает свойством генерировать отрицательно заряженные ионы и инфракрасное излучение. При этом лучи инфракрасные воздействуют на рефлекторные точки стопы. Происходит усиление микроциркуляции, особенно в капиллярах, усиливается лимфоотток в тканях. То есть минерал турмалин улучшает местное кровообращение, способствует расширению кожных пор и открывает широкий выход к токсинам. Древесные и бамбуковые уксусы, экстракты лечебных трав и другие компоненты способствуют ускоренному выведению солей и токсинов, стабилизируют артериальное давление, помогают справиться с усталостью. Некоторые исследователи особенно подчеркивают роль бамбукового уксуса, который адсорбирует токсины и способствует их выведению через кожу. Соединения, входящие в состав бамбукового уксуса, являются кондукторами, являются проводниками, которые ускоряют выведение токсических веществ через кожу. Это наглядно видно по состоянию пластыря до и после применения. Многочисленные научные исследования. Было проведено 15 официальных клинических испытаний, и созданная уникальная запатентованная формула защищена более чем 20 международными патентами. Вот эти исследования показали, что в использованных пластырях содержатся соли тяжелых металлов, мочевая и щавелевая кислота и их соли. У пациентов после длительного применения пластырей снижается уровень свинца, ртути, кадмия, бериллия, мышьяка и алюминия в крови. Больные чувствуют себя намного лучше, у них нормализуется биохимический анализ крови, а применение пластырей оказывает оздоравливающее действие на весь организм. Детокс-пластырь способствует осветлению ауры человека. Наиболее частые признаки токсического поражения организма какие же? Повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность, периодические головные боли и нарушение сна. Это что? Слабость, потливость, зябкость. Это повышенное газообразование в кишечнике, метеоризм. Запоры или поносы, которые часто сопровождаются выделением слизи. Неприятный, часто зловонный запах изо рта, горечь во рту, обложенный язык, налет на зубах. Частые стоматиты, кровоточивость десен, заболевания голосовых связок и придаточных пазух носа являются часто спутниками этого тяжелого довольно состояния. Образование желчных и почечных камней, воспаление желчных протоков и мочевыводящих путей, выделение слизи в виде мокроты из легких через носоглотку или в виде кашля, выделение из влагалища, ведущие к эрозии шейки матки и влагалища, выделение из груди женщин и другие. Это кожные высыпания, сыпь, угри, прыщи, фурункулы, висячие родинки на шее и под мышками. Это экзематозные кожные нарушения, изменение цвета кожи лица, появление морщин, сухости или избытка кожного жира, ведущие к увяданию кожи. Часто кожа трескается, особенно на ногах. Это неприятный запах всего тела. Это ускоренное образование под кожей жировиков и липом. То есть, что я вам описал? Я описал вам депо, это склады, где организм откладывает, к сожалению, вот эти опасные и вредные токсины. Механизм выведения токсинов из организма. Токсины могут находиться как в просвете полых органов,
кишечника, желчного пузыря и других, так и входить в состав клеток всех органов. Токсины из полых органов выводятся, как правило, с испражнениями скалом из желчного пузыря в тонкий кишечник, а затем в толстый кишечник. Токсины, находящиеся внутри самих клеток и в межклеточной жидкости, выводятся только через кровь. Из крови в печени образуется желчь, которая поступает в кишечник, а в почках из крови образуется моча. В потовых железах кожи из крови образуется пот. Легкие выводят продукты газообмена в окружающую среду при дыхании. Это 4 главных системы выведения токсинов. Кроме того, незначительная часть токсинов выводится через слезы, через устную серу и через носовую слизь. Именно поэтому в начале очистки могут быть учащенное мочеиспускание, увеличение количества актов дефекации и объема каловых масс, усиленное образование серы в ушах. Некоторые отмечают повышенное образование мокроты, выделяемые из легких и из верхних дыхательных путей, особенно по утрам, и усиленное слезотечение. Это свидетельствует о том, что начали чиститься старые хронические склады, депо разнообразных токсинов. Как применять? Подчеркивает, что пластырь довольно прост в использовании. С помощью ножниц скрыть оболочку пластыря из металлизированной пленки. Предварительно помыть ноги простым мылом и просушить полотенце. С листа с пористым лейкопластырем снять защитную бумажную наклейку. Пакетик размерами 6 на 8 см приложить пористой поверхностью кожи подошвы, руководствуясь схемой акупунктуры, размещенной на упаковке. При этом гладкая поверхность пакетика с надписями должна быть обращена наружу. Закрепить пакетик на коже подошвы с помощью лейкопластыря. Для локального воздействия пластырь можно наклеивать и на другие болезненные участки кожи. Вот обратите внимание, не только на ноги, но и на болезненные участки кожи. Время экспозиции пластыря 8-12 часов, то есть он ставится на ночь. При этом нужно соблюдать некоторые предосторожности или правила. Первое. Запрещена аппликация, то есть наклеивание пластыря на слизистые оболочки. То есть нельзя наклеивать на слизистую оболочку рта, на слизистую оболочку носа и половых органов. Запрещено наклеивать пластырь на поврежденные участки кожи. Там, где имеются раны, ссадины, прыщи, из которых истекает гной, язвенные поверхности. Особую осторожность следует проявлять при снятии пластыря после 12-часовой экспозиции, так как на его поверхности скапливаются вредные и токсические вещества, способные вызвать раздражение и даже повреждение здоровых участков кожи. Хранить пластыри следует в недоступном для детей месте и использовать, конечно, рекомендуется взрослым, но если мы хотим и оздоравливать детей, можно детям старше 7 лет, но только под контролем взрослого человека. Выводы. Пластырь для ног iDetox является уникальным средством для оздоровления и омоложения организма. Это прекрасное средство для проведения детоксикации в домашних условиях. Позволяет избавить наш организм от вредных токсинов надежным и естественным путем во время сна. И при этом весь организм может постепенно избавиться от вредных веществ и от лишнего веса.